Таджикистан. Вторая экспедиция Льва Гумилева, самая длительная, будто бы 11 месяцев в его жизни, и самая южная — таджикская. В списке экспедиций Гумилева, составленном им самим, она не упомянута. Более того, Гумилев пишет, что в 1932 году участвовал в Крымской археологической экспедиции. В то же время в своих интервью он не раз рассказывал именно о своей работе в Таджикистане, а участие в Крымской экспедиции относил к 1933 году. В автобиографии, написанной Гумилевым в октябре 1956 года, когда его принимали на работу в Государственный Эрмитаж, экспедиция в Таджикистан упомянута раньше Крымской. В списке Гумилева только археологические экспедиции, 2 крымские, Манычская и Саркельская. Гумилев не включил в список не только таджикскую, но и экспедицию на Хамар-Дабан. Очевидно, он указывал только профильные для историка археологические экспедиции. Участие в Крымской экспедиции 1932 года отдает сюжетам «Тысячи и одной ночи». Получается, Гумилев, как сказочный джин, был сразу и в Таджикистане, и в Крыму. Вероятно, эта запись в личном деле всего лишь приписка, невинный подлог. Гумилеву было жалко не записать в свой актив такой замечательный экспедиционный сезон, но раскопками в Таджикистане он не занимался, потому и поменял Таджикистан на Крым. Таджикскую экспедицию Гумилев упоминал часто, хотя и рассказывал о ней немного. Биографы Гумилева обычно ограничивались пересказом его интервью 1987 года. Меня устроили в экспедицию в Таджикистан, но дело в том, что мой новый начальник экспедиции, очень жесткий латыш, занимался гельминтологией, то есть из животов лягушек извлекал глистов. Мне это мало нравилось, это было не в моем вкусе, а самое главное, я провинился тем, что, ловя лягушек, это была моя обязанность, я пощадил жабу, которая произвела на меня исключительно хорошее впечатление, и не принес ее на растерзание. За это был выгнан из экспедиции, но устроился там малярийным разведчиком и целых 11 месяцев жил в Таджикистане, изучая таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло. Это мне принесло потом большую пользу. Примечание. Только Сергей Лавров, собрав сведения о самой экспедиции, о ее руководителях, попытался этот рассказ дополнить, но и его история была слишком краткой, отрывочной. Чтобы понять истинное значение этой поездки Гумилева, надо обратиться к методу самого Гумилева, дополнить сведения немногословного источника исторической реконструкцией. Само слово «Таджикистан» появилась лишь в 1925 году, когда на месте Восточной или Горной Бухары, юго-восточной части бывшего Бухарского Эмирата, решением Сталина была создана Таджикская автономная Советская Социалистическая Республика, Таджикская АССР, которая сначала стала частью Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан преобразует в союзную республику, Таджикскую СССР. О дружбе народов в тех краях еще не слышали. Воинственные узбеки, среднеазиатские тюрки, оттеснили родственных персам таджиков в предгорье Памира и западного Тяньшаня и в заболоченные долины Вахша и Пянджа. Хотя таджикское население сохранилось в древних городах, Бухаре, Самарканде, Хадженте и в благодатной Ферганской долине, но военная и политическая сила была на стороне узбеков. Узбеком был эмир Бухарский, самый сильный правитель Средней Азии, сохранивший самостоятельность даже после того, как русские генералы Черняев, Кауфман и Скобелев завоевали Туркестан и установили там власть белого царя. Русские, правда, запретили эмиру торговать рабами, сажать людей на кол и бросать их в ямы с клопами,
а так он оставался вполне независимым правителем. В сентябре 1920 года Красная армия пришла на помощь трудящимся Бухары, и эмиру пришлось бежать за горы, в Гиссарскую долину, в ту самую восточную Бухару. Своей новой столицей эмир сделал большой кишлак Дюшанбе, который прежде был известен разве что расположенной неподалеку могилой мусульманского святого Мавлано Чорки. Очередную войну с отлично обученной, закаленной в боях гражданской войны Красной армией, эмир Сеид Алим-хан и главнокомандующий войсками ислама Ибрагим Бек проиграли и бежали в Афганистан. Сталин, единственный человек в Политбюро, разбиравшийся в национальном вопросе настолько, что мог отличить узбека от таджика, разделил Туркестан между 5 народами, каждый получил по национальной республике. Как всегда бывает при дележе земель, остались обиженные. Особенно недовольны были таджики, потому что Самарканд и Бухара, которые таджики считали своими, достались узбекам. Этой обиды таджики не забыли и не простили и много десятилетий спустя. Конец примечания. Гумилев провел в Таджикистане почти весь 1932 год. Как ни странно, биографы, если не считать Ольгу Новикову, даже не попытались вычислить, в какой области он работал, ведь Таджикистан исключительно разнообразен. Равнинный Шахристан не походит на высокогорье Памира. Климат богатой Гиссарской долины отличается от климата горных пастбищ Дарваза. Гумилев приблизительно назвал район своей экспедиции. Автору открылись ущелья по Вахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке фердоуси. Примечание. Вахш — горная река. Она начинается в горах Памира и течет в его теснинах с огромной скоростью, но, выйдя на равнину Южного Таджикистана, замедляет свое движение, и последние 100 километров до впадения в Пяндж, Амударью, становится уже сравнительно спокойной рекой с заболоченными берегами. Эти болота рождали миллионы комаров. Население долины поголовно болело малярией, встречалась и москитная лихорадка. Низовья Вахша и Пянджа поросли тростником и густым кустарником, где водились фазаны, дикие утки, камышовые коты. До прихода русских в изобилии встречались кабаны. Мусульмане на них по понятным причинам не охотились. Обитал там и туранский тигр, теперь вымерший. Летом в этих местах почти не бывает дождей. За пределами поймы Вахша начинаются пустыни. Предгорье тоже почти безводное. В немногочисленных источниках и ручьях вода солона и горька. На склонах гор лишь кое-где растут устойчивые к засухе фисташковые деревья. Поэтому земледелие возможно только поливное. Во времена древней Бактрии здесь процветало земледелие, кормившее огромный благоустроенный город. Теперь это городище Лагман, расположенный на берегу Вахша, неподалеку от нынешнего Курган-Тюбе. Город опоясывали 6-метровые стены с башнями и многочисленными воротами. Его жители некогда наслаждались всеми плодами древней цивилизации, от каменных домов с обложенными кирпичом колодцами до настоящего трубопровода. Но хозяйство Вахшской долины пришло в упадок еще в средние века. Поливное земледелие рано или поздно приводит к засолению и заболачиванию почв. Лагман повторил судьбу городов древней Месопотамии. Конец примечания. В благословенную эпоху саманидов, IX-X века, долина Вахша была еще землей цветущей. Ее воспевал великий Рудаки, поэт, которого таджики и персы ставят намного выше любимого европейцами Хайяма. К XX веку от былого процветания остались одни воспоминания. Во всем южном Таджикистане, в долинах Вахша, Пянджа и Кафернигана было всего 4 города – Кабудиан, Курган-Тюбе, Бауманабад, бывший Сарай-Камар,
и Куляб. Но и эти города походили на большие кишлаки. Русские путешественники, пишет Павел Лукницкий, их от кишлаков и не отличали. Правда, старинные каналы еще кормили население, состоявшее из узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, цыган. В 3 кишлаках жили даже арабы. Преобладали, разумеется, таджики и узбеки. Но в 20-е годы земли начали пустеть. Поля на склонах гор зарастали сорными травами, пастбища были пустынны, ирригационные сооружения разрушены. Согласно переписи 1926 года, население долины Вахша едва достигало 11 500 жителей. Примечание. Советская пропаганда обвиняла во всех бедах басмачей, но басмачи базировались за границей, в соседнем Афганистане, и туда же, в Афганистан, переселялись жители Южного Таджикистана. Не просто переселялись, бежали, иногда целыми кишлаками, бежали от коллективизации. В 1928 году в Средней Азии появились первые колхозы и совхозы, их число росло каждый год. Баев в Средней Азии изводили так же рьяно, как в России кулаков. Таджики и узбеки воинственны, поэтому сопротивление советской власти не стихало здесь больше 10 лет. Свою ненависть к большевикам басмачи переносили и на всех русских, при случае вырезали у русов поголовно, поэтому даже участники советских научных экспедиций еще в начале 30-х обязательно вооружались винтовками и наганами, которые им нередко приходилось пускать в ход. Разумеется, геологи, зоологи, географы в большинстве своем не отличались хорошей военной подготовкой. Лукницкий так описывает боевые качества своих товарищей. Некоторые впервые садятся в седло, даже заседлать коней не умеют, но у них воинственный вид. У иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади. Одна научная экспедиция в полном составе попала к басмачам в плен. Советские ученые спаслись только тем, что назвались врачами, а людей этой профессии в Средней Азии ценили высоко. Меньше повезло ленинградским геологам, приехавшим на Памир в 1930 году и разбившим лагерь в горах Заалайского хребта. Басмачи атаковали лагерь, разграбили его, перебили всех русских, а нанятые экспедицией рабочие киргизы то ли разбежались, то ли присоединились к басмачам. Из всей экспедиции, сообщается в очерках по истории Ленинградского университета, уцелел только один студент-практикант, который собирал образцы горных пород вдалеке от лагеря. Его просто не заметили. Конец примечания. С 1927 года в долине Вахша начались эксперименты по акклиматизации ценных египетских сортов хлопка. 10 кустов хлопчатника погибли, еще 7 съел осел, но 17 кустов выжили и принесли небольшой урожай. Это решило судьбу долины Вахша, судьбу населения Дарваза и отрогов Гисара, судьбу пойменных лесов Нижнего Вахша и Пянджа, судьбу Туранского тигра, наконец. В 1931 году начался Вахшстрой, расчистка старых и строительство новых каналов, которые должны были обеспечить водой громадные поля хлопчатника. Это была одна из знаменитых строек первой пятилетки. Она описана в известном в свое время романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Таджиков стали переселять с гор, объединять в колхозы и совхозы и заставлять вместо риса возделывать хлопок. Леса и кустарники в пойме Вахша и Пянджа свели, чтобы расширить посевные площади. Тигры, лишившись кормовой базы, вымерли.
не спас их и открытый в 1938 году заповедник «Тигровая балка». Для борьбы с малярией открывали специальные малярийные станции. На одной из них и работал молодой Лев Гумилев. Как вообще Гумилев попал в Таджикистан? Если выбор места и профиля его первой экспедиции был, скорее всего, случайным, то здесь дело обстоит гораздо интереснее. Еще Лавров предположил, что заинтересовать Льва рассказами о Таджикистане мог Павел Лукницкий. Он уже дважды побывал на Памире и описал свои впечатления в повести «У подножия смерти», напечатанной в 1931 году. На самом деле роль Лукницкого здесь намного значительнее. Павел Николаевич был ни много ни мало ученым-секретарем таджикской комплексной экспедиции 1932 года. Само по себе это звучит невероятно. Таджикская комплексная экспедиция была организована по решению Совнаркома и Президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Иванович Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попадет Гумилев, возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик, будущий президент Географического общества СССР, основатель Тропического института в Таджикистане. Руководил экспедицией Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. С 1935 года и до ареста в феврале 1938 Горбунов, уже академик, будет ученым-секретарем Академии наук СССР. По данным Павла Николаевича Лукницкого, в экспедиции участвовали 700 человек, в том числе 97 научных работников. Экспедиция делилась на 72 отряда – геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, ботанические, зоологические, паразитологические, сейсмологические, этнографические. Для работы экспедиции по всей территории Таджикистана потребовалось организовать множество опорных баз, заготовить продовольствие для сотрудников, фураж для лошадей. В ее распоряжении были радиостанции, самолеты, автомобили. Ученым-секретарем экспедиции такого уровня должен был стать, по крайней мере, кандидат, а лучше доктор наук. 30-летний поэт и прозаик Павел Лукницкий, выпускник литературно-художественного отделения факультета общественных наук ЛГУ, на такую должность теоретически претендовать не мог. Правда, он был уже опытным путешественником, альпинистом, участником экспедиций по Крыму, Кавказу, Туркмении, Памиру, но ни его статус, ни квалификация все же не соответствовали должности ученого-секретаря. Да и его участие в совсем непрофильных для поэта геологических экспедициях на Памир 1930-1931 годы заставляет задуматься. Остается предположить, что Павел Николаевич, помимо обязанностей ученого-секретаря, действительно выполнял какую-то другую, более важную в глазах руководства ОГПУ работу. Именно Лукницкий пристроил Гумилева в таджикскую экспедицию. В.А. Черных, биограф Ахматовой, отмечает, что в апреле 1932-го Ахматова писала Харджиеву: «От Левы нет вестей, он не ответил никому из нас, не знаю, что думать». Значит, Гумилева уже не было в Ленинграде достаточно долго, вероятно, несколько недель. Потом, возможно, известия о нем появлялись и вновь исчезали, потому что в первых числах февраля 1933-го Ахматова вновь будет жаловаться Харджиеву, что от Левы нет вестей. Между тем известно, что Гумилев из Таджикистана поехал сразу же в Ленинград, где до марта 1933 года работал коллектором ЦНИ-ГРИ.
Значит, вернулся он только в феврале 1933-го, но не в первых числах. Если Гумилев и в самом деле провел в Таджикистане 11 месяцев, то началом его экспедиции следует считать март 1932-го. Путь для исследователей Средней Азии тогда чаще всего начинался ташкентским поездом. От Ташкента уже по местной железной дороге добирались до Андижана и далее до Оша. Здесь железная дорога заканчивалась. Путешественники пересаживались на автомобили, на лошадей или на верблюдов, которые по-прежнему оставались основным транспортным средством. В те времена по Таджикистану еще ходили караваны в 200, 400, а то и в 1000 верблюдов. Ранняя весна — лучшее время года в Средней Азии. Цветут акация, абрикосовое дерево и миндаль. Прохладная вода арыков омывает корни огромных тополей. Вдалеке видны очертания снежных гор. Итак, до Оша Лукницкий и Гумилев ехали вместе. Более того, Лукницкий, скорее всего, уговаривал Льва поехать с ним на Памир, но горы Гумилева никогда не привлекали, поэтому дороги Льва и его покровителя разошлись. Лукницкий поехал на Памир, а Гумилев через город Сталинабад, бывший кишлак Дюшанбе, отправился на юго-запад. В автомобиле вряд ли простому лаборанту оказали такую честь, вероятнее, на верблюде. Много лет спустя в лекции об этногенезе арабов Гумилев будет рассказывать о влиянии аллюров верблюда на развитие арабской поэзии. Когда арабы ездили на верблюдах, нужно было бормотать ритмично, чтобы не растрясло. У нас в России 5 размеров: ямб, хорей, дактиль, анапист, амфибрахий. А у арабов 27. Араб едет по пустыне и бормочет свое. Я вижу небо, я еду на верблюде. Для столь натуралистического описания необходим личный опыт. До таджикской экспедиции его было приобрести негде, но и после нее Гумилев практически не бывал в местах, где встречались верблюды. Правда, он сидел в лагерях Казахстана, но вряд ли лагерное начальство позволяло зэкам разъезжать на верблюдах. В Вахш Гумилев попал не сразу. Некоторое время он провел в Гисарской долине, где, как помнит читатель, ему пришлось послужить науке лаборантом-гельминтологом. Мы не знаем, как долго Гумилев резал лягушек. В любом случае, нам интереснее результат. Гумилев, всегда любивший идти наперекор обстоятельствам, то ли из экспедиции бежал, а потому и был отчислен, то ли сначала был отчислен за нарушение трудовой дисциплины и неисполнение возложенных на него обязанностей, а потом ушел подальше от бывшего места работы. Гумилев покидать Таджикистан не собирался, он лишь каким-то образом, вероятно, присоединившись к одному из караванов, перебрался в долину Вахша. Но в долине Вахша тогда был только один совхоз — Вахш, а из интервью Гумилева известно, что он устроился малярийным разведчиком в совхоз Дангара. Название Дангара носит и прилегающий к селению район. Дангара расположена на полпути от долины Вахша к Дарвазу, предгорьям Памира. Каждый год на зимовку в Дангару пригоняли скот из Дарваза и высокогорного Каратигина. Занимались и земледелием, а в 1932 году там уже размещался большой и богатый Дангаринский совхоз, где и работал Гумилев. Дангаринский совхоз относился к числу образцово-показательных. Он располагал несколькими тысячами гектаров плодородных земель, большим тракторным парком и немалыми средствами. В совхозе трудилось более 600 русских, что, впрочем, не было редкостью для Южного Таджикистана. В 1932 году в тех краях было много русских, украинцев, встречались даже осетины. Все это были беженцы,
спасавшиеся от голодной смерти, а в Таджикистане всем находилась работа и кусок хлеба. Советская власть вкладывала в развитие отсталой республики огромные средства, рабочих рук не хватало, а местное ОГПУ не могло уследить даже за местной контрой. Таджикистан, как редиска, был красным лишь снаружи. Дьяконов описывает, как один русский студент, прибывший в Курган-Сюбе на практику, не застал заведующего районо, потому что тот ушел в мечеть молиться. Наемным работникам платили по советским меркам неплохо. Жилось им тяжело, но, по крайней мере, здесь не было голода. Тем не менее, русские все чаще вслед за таджиками уходили в Афганистан. Более того, если верить свидетельству Александра Рудольфовича Трушновича, бывшего корниловца и будущего власовца, русские встречались даже среди басмачей. Намного опаснее ОГПУ была малярия. Лечили ее плохо, лекарств не хватало. Дефицитным хинином пользовали только самых ценных с точки зрения советской власти людей – рабочих, военных и хлопкоробов. Лекарства принимали в присутствии врача, чтобы больной не мог унести его домой и отдать больной жене или ребенку. На процветающем черном рынке хинин стоил бешеных денег. Гумилев был рядовым в бесконечной войне против малярии. Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отравлял воду парижской зеленью. Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района. Борьба против заразной болезни не была напрасной. Правда, малярию в Таджикистане победит не парижская зелень, очень токсичный порошок, не растворяющийся в воде, а рыбка гамбузия, которая будет так эффективно уничтожать личинок малярийного комара, что уже в 50-е годы болезнь, прежде распространенная повсеместно, станет редкостью. Возродится малярия уже в независимом Таджикистане. Судя по оговорке, переболел малярией и сам Гумилев. Болезнь, скучная и опасная работа, да и сама жизнь в чужой стране, в непривычном климате, среди чужих людей, кого угодно на долгие годы оттолкнули бы от Востока. Но Гумилеву жизнь в Южном Таджикистане очень понравилась. Позднее он будет завидовать Анне Дашковой, которая попала в Таджикистан год спустя, счастливая, а моя дорога проходит по крымским сопкам, похожим на бородавки, и на которых скучно, как на уроке политграмоты. Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма. Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала 30-х, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой, наконец. Но Гумилеву пришлись по душе и страна, и, что самое главное, народ. Таджикский он выучил не по учебникам, их у него не было, а в непосредственном общении с дехканами. Знаете, я там ходил босой, в белом халате и челме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто никогда меня не обидел, вспоминал Лев Николаевич много лет спустя. В 60-е годы Гумилев выдвинет гипотезу о положительной и отрицательной комплементарности, бессознательной симпатии, антипатии народов друг к другу. Эта комплементарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплементарность к таджикам, узбекам, киргизам, да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплементарность всегда взаимна. Там, на берегах Вахша, отчасти определяются и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам,
Зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть, именно таджикский, новоперсидский он освоит лучше всего. В Москве. Из письма Михаила Булгакова Викентию Вересаеву 6 марта 1934 года. Замечательный дом, клянусь. Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки. Но все же я счастлив, лишь бы только стоял дом. В 1933 году на одного москвича приходилось в среднем 4,15 квадратного метра жилой площади, включая и малопригодную для жизни, сырые подвалы, бараки, перенаселенные коммуналки. Даже известные писатели, за редким исключением, находились в этих стесненных условиях. Аркадий Гайдар, книги которого выходили огромными тиражами, жил со своей семьей из 5 человек в одной комнате. А ведь писателю на так называемой жилплощади приходилось еще и работать. В июле 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР члены Союза писателей приравнивались в жилищных правах к научным работникам. Им предоставлялись льготы. Пока это постановление не давало результатов, писатели вынуждены были искать приют спокойствия, трудов и вдохновения, полагаясь только на собственную смекалку. Андрей Платонов убрал ванну из ванной комнаты и сделал кабинет. Геннадий Гор, садясь за письменный стол, брал палку в левую руку и отгонял мешавших ему детей, а правой пытался писать. Можно понять радость Булгакова. В феврале 1934 года ему удалось купить квартиру в одном из первых в Москве кооперативных домов. На полгода раньше в том же доме, на Щекинский переулок 5, квартира 26, поселились Мандельштамы, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с 5-го этажа на огромную и еще низкорослую Москву. После долгих скитаний у Мандельштамов появилась собственная квартира в Москве. Мебели почти не было. Квартира тиха, как бумага, пустая, без всяких затей. Пружинный матрац, покрытый пледом, заменял тахту. На самодельных некрашенных полках Осип Эмильевич разместил книги «Петрарка и Данте» на итальянском, томик Батюшкова, много раз перечитанный, без обложки, «Жемчуга» Николая Гумилева. Воспоминания Надежды Яковлевны об этих днях. Я не помню ничего страшнее зимы 33-34 года. За стеной гавайская гитара Кирсанова. По вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора. Денег нет, есть нечего, а вечером толпа гостей, из которых половина подослана. Половина гостей — стукачи? Возможно ли это? Скорее всего, Надежда Яковлевна сгущает краски и привносит в свои воспоминания более позднюю оценку событий. Зимой и осенью 33-34 в квартире Мандельштамов собирались свои. Скажем осторожнее, по преимуществу свои. Гостили отец и брат Осипа Эмильевича. Приехала из Киева мать Надежды Яковлевны. Некоторое время жил вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Приходили Владимир Нарбут и Михаил Зинкевич, старые товарищи по цеху поэтов, и Сергей Клычков, сосед по дому, тоже поэт. Приезжала из Ленинграда Ахматова. Почти всю зиму в Нащекинском прожил Лев Гумилев, то у Мандельштамов, то у Ардовых или Клычковых. Ахматова очень любила разговаривать с Мандельштамом, о стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив.
Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки. С детским увлечением они читали вслух по-итальянски божественную комедию. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырвавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. «Ну, теперь вы. А теперь вы», — подсказывали они друг другу, вспоминала Эмма Герштейн. Повышенное интеллектуальное напряжение этого дома молодого Льва Гумилева не только не смущало, оно ему было необходимо. Дети известных людей всегда вызывают повышенный интерес, который нередко сменяется разочарованием. С молодым Львом Гумилевым было иначе, он сравнение выдерживал. Надежда Мандельштам. Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец. Где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем бродильную силу и понимали, что он обречен. Эмма Герштейн. Я поверила в ум и духовность Левы, независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не только папы и мамы. Сергей Клычков. Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет. Осип Эмильевич и Лев подружились, несмотря на разницу лет и характеров. Мандельштам всегда тянулся к молодым, хотел, чтобы они знали его стихи, в том числе и опасные стихи о Сталине. «Это комсомольцы будут петь на улицах», — неосторожно мечтал Мандельштам. «В Большом театре, на съездах, со всех ярусов». Возможно, и московский комсомолец, где он работал с осени 1929 по февраль 1930, появился в его жизни не случайно. Конечно, других газет, кроме советских, не было. Надежда Яковлевна писала для газеты «За коммунистическое просвещение», Эмма Герштейн для крестьянской газеты. 40-летний Мандельштам выбрал молодежную газету. С Левой у Мандельштама сложились совершенно особенные отношения. В 1928 году Мандельштам из Крыма писал Ахматовой: «Знаете, я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми, с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется». В Гумилеве-младшем Мандельштам видел продолжение Николая Степановича, называл Леву «мой дорогой мальчик». Они много времени проводили вместе и даже влюбились в одну женщину, 25-летнюю Марию Петровых. «Как это интересно! У меня было такое с Колей!» — восклицал Мандельштам. Примечание. Холодной и голодной зимой 1920 года Николай Гумилев и Осип Мандельштам добивались благосклонности актрисы Александринского театра, красавицы Ольги Гильдебранд Арбениной. Арбенина оставила воспоминания, очень непосредственные, эмоциональные, местами похожие на дневник гимназистки. Герой ее воспоминаний, конечно, Гумилев. Прежде всего герой, воин и путешественник, а потом уже поэт. Зимой 1920-го Арбенина не раз вспомнит их незабываемую встречу 1916 года. «Мне так хотелось того, прошлого, и военные шпоры, и Георгий на груди». В турнире поэтов за сердце прекрасной дамы победил Мандельштам. Стихи, неожиданно, меня ошеломили. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву. Стихи Мандельштама к Арбениной: «За то, что я руки твои не сумел удержать. Мне жалко, что теперь зима. Когда ты ходишь, и тело лишится души», Ахматова называла изумительными. Дальнейшее сложилось по неведомым человеку законам судьбы. Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели. Мандельштам с Надеждой Хазиной
ставший его женой, уехал в Москву. Ольга Арбенина вышла замуж за писателя и художника Юрия Юркуна, расстрелянного в 1938 году по ленинградскому писательскому делу. Конец примечания. Ахматова вспоминала, как зимой 1933-1934 Мандельштам был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых, мастерицу виноватых взоров. Обращенную к Петровых Ахматова считала лучшим любовным стихотворением XX века. Лев тоже был влюблен в Марию Петровых бурно и безответно. В этом безответно не было привкуса горечи. Январские дни 1934-го были для Льва, если не счастливыми, то вполне беззаботными. Старый Новый год Лев встретил у Марии Петровых в Гранатном переулке. Танцевали модные тогда фокстроты. Было весело. Если Мандельштаму казалось, что истории его соперничества с Гумилевыми, старшим и младшим, похожи, значит, он так чувствовал. Со стороны кажется иначе. Все другое. Время, место действия, характеры и возраст героев. Похож только финал. Появился третий, и Мария Петровых вышла замуж за него, Виталия Головачева, музыковеда. Лев насмешливо называл Виталия интеллигентом в пенсне. Соперничество не поссорило друзей. Осип Эмильевич и Лева по-прежнему много времени проводили вместе. Отправлялись на Страстной бульвар к Евгению Хазину, брату Надежды Мандельштам, к Борису Кузину на Большую Якиманку, к Эмме Герштейн на улицу Щепок. Между тем город менялся. Шла реконструкция Москвы. Она была неизбежна, но часто велась варварскими методами, к тому же совпала с гонениями на церковь. В 1932-м взорвали храм Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст 60. Уходил старомосковский быт. Исчезали дома и целые кварталы, как будто их вырезали из тела города. Пустота казалась мне противозаконной, противоестественной, вспоминал Валентин Катаев. Я с ума сходила от бесформенности новых площадей, негодовала Эмма Герштейн. Художник Александр Осмеркин говорил насмешливо: «Харьков». Лев к этим переменам отнесся равнодушно. Мало ли в России пустырей. Бывая в Москве чаще всего проездом из экспедиций, Гумилев не успел полюбить ее. Москва встречала и провожала его грязными многолюдными вокзалами, переполненными трамваями. Троллейбусы появились в Москве в 1933-м, метро откроют в 1935-м. В 20-30-е годы основным средством передвижения в Москве оставался трамвай. «Сходите? Сходите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают!» Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Тут какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. Перемешались руки, гривенники, ноги, бетоны, животы, корзинки и головы. Погибли очки, их сорвало и унесло трамвайным течением. Завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам с собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки. Насмешничали Ильф и Петров. В трамвае сталкивались москвичи и приезжие, рабочие и совслужащие, студенты и пенсионеры. Здесь можно было услышать новости, запомнить свежий анекдот. Страх еще не сковал столицу. Вольные 20-е только-только миновали,
и трамвай служил чем-то вроде московского гайд-парка. Мандельштама и Гумилева влекло в гущу людей. Они охотно ввязывались в трамвайные склоки, а потом с удовольствием рассказывали о победах. Оба тяжело переживали невозможность осуществить свое предназначение, просто высказаться свободно. Словесные трамвайные баталии были для них выходом творческой энергии, пусть даже иллюзорным. Читал ли Лев свои стихи Мандельштаму? Оказывается, да. Как-то Эмма Герштейн холодно отозвалась о новом стихотворении Гумилева, а через несколько дней Надя, Мандельштам, упомянула в разговоре, что Осип Эмильевич, весьма одобрил второй стих этого стихотворения. «Ой, как горек кубок горя, не люби меня, жена». Еще больше в читателе, слушателе нуждался сам Мандельштам. Прочитанные однажды Мандельштамом стихи о Сталине сыграют роковую роль в жизни Гумилева, но это случится позднее. Осенью 1933 года Гумилев искал и нашел в Москве литературную работу. «Сейчас я процветаю в столице и занимаюсь литературой, то есть перевожу стихи с подстрочников национальных поэтов. По правде говоря, поэты эти о поэзии и представления не имеют. А я скольжу между Сциллой и Харибдой, то страшась отдалиться от оригинала, то ужасаясь безграмотности гениев Азии», писал он Анне Дашковой. Поездка в Таджикистан и увлечение восточной поэзией определили ориентальный стиль любовных писем. «Анжелика, солнце очей моих! Светлая радость Анжелика!» — обращался он к Дашковой. В это же время у Мандельштамов возникла идея с помощью Эммы Герштейн, та служила тогда делопроизводителем в Центральном бюро научных работников при ВЦСПС, помочь Льву вступить в профсоюз, что укрепило бы его социальное положение. Несмотря на старания Эммы, эту затею тогда осуществить не удалось. От первой мимолетной встречи в памяти Эммы осталось воспоминание, моментальная фотография. Молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами, спросил меня на прощание с инфантильной легкостью: «Хотите конфетку?» и бросил на стол леденец. Таков был сын казненного Гумилева в роли просителя. Эмма заметила очень характерное, может быть, определяющее, независимость молодого Гумилева. И еще роль просителя не его роль. Зимой Лев и Эмма встретились в Нащекинском у Мандельштамов, не предполагая, каким длинным окажется их путь. Они были знакомы почти 60 лет. Эмма Григорьевна переживет Гумилева на 10 лет, оставит мемуары и уйдет из жизни уже в 21 веке. Осенью 1933-го Эмма была пышноволосой 30-летней женщиной с печальным взглядом. В 21 год молодой человек не задумывается, как изменится его избранница лет через 15. Есть чувства интимные, непостижимые для постороннего. Но были и вполне очевидные мотивы для сближения. Эмма потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места, и очень хорошо его понимает. Домашняя, образованная, деликатная, она не сразу нашла свое место в грубой советской жизни, долго оставалась безработной. Делопроизводитель в тресте утильсырье — незавидная должность для молодой женщины с университетским дипломом. Но и она Эмме не досталась. Ее оттеснили активные комсомолки. Эмма вспоминала, как старалась избежать обязательного участия в ноябрьских демонстрациях. Льва тоже трудно представить в колонне комсомольцев. Оба не умели и не хотели идти в общем строю.
не вписывались в эпоху, чувствовали враждебность окружающего мира. И это сближало. Лев стал приходить к Эмме в гости на Замоскворецкую улицу Щепок, где та жила в служебной квартире своего отца, известного хирурга, члена консультаций профессоров при Кремлевской больнице. Казенная квартира помещалась в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом. Постепенно особняк превращался в огромную коммуналку. Устроили общежитие для медсестер и санитаров. К ним потянулись родственники из деревень и заселили подвал и все закоулки здания. На больничной усадьбе разместилась целая деревня. Но и после уплотнения Эмме удалось сохранить отдельную комнату. Лев после экспедиции и чужого для него дома Пуниных, может быть, впервые оценил роскошь уединения. Комната была скромной, но очень уютной. Окно с белой занавеской выходило в сад. Небольшая кафельная печь. В ней Эмма будет сжигать по требованию Ахматовой письма Льва и листочки с его стихами. Это случится после ареста Гумилева в 1938 году. А пока только февраль 1934-го. На полках книги «Возмездие» Блока в издании «Алконоста» с пометками Мандельштама, «Закат Европы» Шпенглера, «Под сенью девушек в цвету» Пруста. На столе рукописи из литературной консультации Госиздата. Эмма брала их на отзыв для заработка. Однажды предложила подработать Льву, но он рукописи потерял. Лев Николаевич бывал необязателен во всем, что не касалось науки. Эмма с 15 лет любила стихи Гумилева и чтила его память. С ней Лев мог говорить о своем неизбывном горе и о своей обиде на мать. Время не излечило, не ослабило обиды. Даже в старости Лев Николаевич с горечью признавался, в ее жизни никогда не было, кроме Гумилева, мужчины, бритера, героя. А тогда, в 1934-м, у него с Эммой были долгие разговоры об отце и, наверное, очень откровенные. Он ушел от меня только утром. А в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него, как сокровенный вздох, словах «мой папа». Это было воскресным мартовским утром, а днем раньше Гумилев показал Эмме повестку ГПУ, которую ему переслали из Ленинграда. Лев уже успел с этой повесткой сходить на Лубянку и попросить отправить его в Ленинград. Денег на билет у него не было. С Лубянки его, разумеется, прогнали. Вряд ли Эмма удивилась этому рассказу. Она уже не раз наблюдала вызывающее поведение Гумилева. Ему следовало быть осторожным, не ввязываться в конфликты, а Лубянку и вовсе обходить стороной. 10 декабря 1933 года Гумилева впервые арестовали. Это был первый из 4 арестов Гумилева, по видимости, случайный. Гумилева взяли на квартире востоковеда Василия Александровича Эбермана. Гумилев тогда решил заняться переводами с арабского. Переводил, разумеется, по подстрочнику. Языка он не знал, а Василий Александрович был не только филологом-арабистом, учеником Игнатия Юлиановича Крачковского, переводчика Корана, знатоком арабской, персидской и русской литературы, но и поэтом. Эберман сочинял стихи о предмете своих научных исследований, арабском поэте VIII века. Жену халифа в праздничной Медине в торжественных и чувственных стихах воспел красавец-юноша в Аддах. Она любовь дарит ему отныне. Чекисты, собственно говоря, пришли именно за Эберманом,
а заодно уж взяли и его гостя Гумилева, человека во всех отношениях подозрительного. «Не успели мы прочитать друг другу по стихотворению», — вспоминал Гумилев, «как в комнату вторглась толпа, схватила и нас, и хозяев квартиры, и всех увезли». В квартире Ахматовой раздался звонок из ГПУ. Он у нас. Всякому биографу Гумилева этот арест не может не показаться знаком судьбы, черной меткой, репетицией будущих несчастий. Хотя в тот раз все обошлось. Гумилева продержали в тюрьме 9 дней, но дело не завели и даже не допросили. Эберману пришлось хуже. В жизни поэта и арабиста это был уже второй арест. Впервые его взяли в июне 1930-го и отправили в ссылку, затем освободили и позволили даже вернуться к преподаванию. Теперь же Эбермана отправят в лагерь. Гумилева пока оставят в покое. Мартовская тревога окажется ложной. В ГПУ ему даже вернули вещи, изъятые при аресте. В апреле 1934 года он писал Эмме: «Погода плохая, водка не пьяная. Если пожелаете, я могу скоро вернуться. Мой приятель уехал в командировку в Сибирь на 5 лет». Так они с Эммой начали осваивать язык иносказаний, столь необходимый для той эпохи. Уж сколько раз твердил нам Энгельс. В июне 1934 года сбылась мечта Гумилева. Его допустили к вступительным экзаменам на только что восстановленный исторический факультет Ленинградского университета. Само по себе это было большой удачей. Несколько лет работы в экспедициях помогли Гумилеву хоть немного исправить свою анкету. В июне 1934-го Пунин с Ирочкой и Анной Евгеньевной уехали в Сочи и оставили Ахматовой паёк. Но у нее и Левы не было денег, чтобы этот паёк выкупить. Ахматова и Гумилев голодали. Не на что было купить и папиросы. У Льва от голода кружилась голова, поэтому один из экзаменов он даже сдал на 3, но большого конкурса на истфак еще не было, и 3 не помешала Гумилеву наконец-то стать студентом-историком. С первых же лет советской власти историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета начали реформировать. Сначала превратили в историческое отделение громадного факультета общественных наук. Когда выяснилось, что таким монстром, как новый факультет, управлять нельзя, его разделили. В 1925 году историки оказались в составе Ямфака, факультета языкознания и истории материальной культуры, но в 1929 году ликвидировали и Ямфак, а на его руинах построили Ленинградский историко-лингвистический институт, ЛИЛИ, который уже через год стал Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики, ЛИФЛИ. Переименования не были формальностью. Реформы постепенно добивали старое университетское образование. Место неблагонадежных профессоров старой школы занимала красная профессура. В 1930 году отменили лекции, а не сумевших перестроиться профессоров стали увольнять за превращение занятий в лекции. Игорь Михайлович Дьяконов, начинавший учиться в ЛИФЛИ, оставил интересные воспоминания об этом учреждении. ЛИФЛИ размещался в здании на Университетской набережной, 11, где теперь филологический и восточный факультеты СПбГУ. Директор института как-то обратил внимание на 2 гипсовых бюста в вестибюле и спросил своего заместителя: «Кто такие?» «Древние философы, Платон и Аристотель». «Материалисты?» «Да нет». «Убрать». «А они на металлическом стержне». «Разбить». Бюсты греческих философов разбили.
Если этот эпизод смахивает на анекдот, то в реальность другого нельзя не поверить. Директор института Горловский читал курс истории нового времени. Объясняя студентам выражение «богат как крёс», Горловский заметил, что оно происходит от названия французской финансово-промышленной фирмы «Шнейдер Крёзо». Отечественную историю читал какой-то выдвиженец. Он часто ссылался на Энгельса, но называл его на свой манер «Енгельс», а слово «индивидуализация» произносил как «индульзация». Студенты посвятили ему эпиграмму, которая начиналась так: «Уж сколько раз твердил нам Енгельс про индульзацию земли». Вместо учебника предлагалась русская история в самом сжатом очерке историка-большевика Покровского. Фактов у Покровского не приводилось, они предполагались известными из Ключевского, но книгу Ключевского нам запрещено было выдавать. Многие студенты были под стать таким преподавателям. Один рабфаковец вместо карты Европы принес карту Африки, а изумленному преподавателю объяснил, а я взял, которая была почище. К слову сказать, этот рабфаковец был лингвистом, а историки и лингвисты, если верить Дьяконову, по умственному развитию стояли гораздо выше философов. При этом студенты не всегда стремились как можно больше читать, как можно больше узнать, стать образованными людьми. В те годы поощрялась ударная учеба с досрочным, в 3 года, окончанием курса. К 1934 году этих безобразий стало заметно меньше. Самые дремучие выдвиженцы лишились работы, на их места вернули опальных историков и филологов, получивших образование и ученую степень еще в царской России. 16 мая 1934 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ были восстановлены исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Историческое отделение ЛИФЛИ продолжало существовать параллельно с университетским истфаком до 1937 года. Старая профессура. Истфак был консервативнее и строже ЛИФЛИ. Уровень преподавания здесь приближался к старому, дореволюционному. Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории. С ностальгией будет вспоминать Гумилев полвека спустя. Специализация начиналась не с первого курса, сначала закладывались фундаментальные знания. Свой первый экзамен в зимнюю сессию 1935 года Гумилев сдавал будущему директору Института этнографии Исааку Натановичу Винникову. Винников читал историю до классового общества и справедливо считался одним из самых блестящих преподавателей на факультете. Находились студенты, которые слушали его курс дважды. Винников никогда не повторялся. Винников был не только этнографом, но и востоковедом-семитологом. Он читал арамейские надписи, изучал Талмуд. Гебраистике учился у академика Каковцева, известного востоковеда-семитолога, эксперта по делу Бейлиса. Арабистике у академика Крачковского. Игнатий Юлянович покровительствовал Винникову до конца своих дней, и заступничество великого ученого очень пригодится Винникову в годы борьбы с космополитизмом. Исаак Натанович напоминал карикатуру из антисемитского журнала. Маленький, с огромными ушами, он к тому же говорил с ужасающим акцентом, свойственным анекдотам из еврейской жизни, вспоминал Игорь Дьяконов, оставивший нам колоритное описание винниковских лекций. Несмотря на все это, он буквально завораживал своей своеобразной речью, ее неожиданными поворотами, сведениями из самых неожиданных областей, живостью жестикуляции. Послевоенный арабист Сергей Певзнер позже говорил про него:
Кажется, взмахнет ушами и полетит. Еще интереснее, он был в разговоре, он обладал бездной познаний и был знатоком живой истории науки. Ужасно жаль, что его не записывали на магнитофонную ленту. «Тайлор!» — восклицал он и делал паузу. «Я говорю Тайлор!» Некоторые говорят Тейлор, такие они не знают английского языка. Тайлор, что он выдвинул? Он выдвинул понятие пережитка. Вы знаете, что такое пережиток? Тут он, стоя на эстраде актового зала, поворачивался спиной к слушателям и начинал медленно задирать край пиджака к пояснице. «Вот что такое пережиток!» — восклицал он. «Вы знаете фрак? Так у фрака фалды, а на этом месте пуговицы. Почему на этом месте пуговицы? Вы думаете, в чем секрет? Пришили тут пуговицы. В чем секрет?» «Секрет не в этом. Джентльмены охотились на лисиц верхом, так фалды им мешали, они их туда пристегивали». Жест. «Но теперь дирижер. Он не охотится на лисиц, он стоит во фраке и машет палочкой. Вот это есть пережиток». Историю Древнего Востока читал Василий Васильевич Струве, высокий, крупный, чрезмерно полный человек с рыжими усиками, из-за большой, рано поседевшей головы, казавшийся несколько старше своих лет. В 1934-м ему было только 45. Струве до революции получил основательное образование, историю семитских народов изучал у Каковцева, а египтологию у создателя советской школы Древнего Востока Бориса Александровича Тураева, затем стажировался в Берлине. Воспитанный в дворянской семье, он попытался приспособиться к новым условиям, и не без успеха. С 1918-го Струве работал в Эрмитаже, возглавлял отдел Египта. В начале 30-х Струве сделал блестящую карьеру. Он не только ссылался в лекциях на Маркса и Энгельса, вообще-то слабо знавших историю Египта и Месопотамии, но и взялся развивать марксистское востоковедение. В 1933 году в Государственной академии истории и материальной культуры ГАИМК Струве выступил с 4-часовым докладом «Возникновение, развитие и упадок рабовладельческого общества на Древнем Востоке». Доклад предопределил развитие советской науки, не только востоковедческой, на много лет вперед. Струве утверждал, будто на Древнем Востоке сложился рабовладельческий строй, подобный тому, что известен по истории Греции и Рима. Это не так легко доказать, ведь в Египте времен Древнего Царства и в государствах Шумера рабов было мало, а население состояло в основном из крестьян-общинников, по меркам Древнего Востока свободных. Вопреки всеобщему убеждению, египетские пирамиды, например, возводили не рабы, а свободные, отрабатывавшие государственную трудовую повинность. Но доклад Струве был основан на железной логике исторического материализма, что несколько лет спустя оценит Сталин в своем кратком курсе истории ВКПБ. Сталин построит свою схему из 5 общественно-экономических формаций: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая, именно на концепции Струве, на Струве, впрочем, не ссылаясь. Уже в 1933 году оппоненты критиковали Струве не столько за историческую концепцию, сколько за неточности его переводов, но после выхода в 1938 краткого курса надолго замолчали последние несогласные. В 1935 году Струве станет академиком, в 1937 возглавит Академический институт этнографии, а с 1941 Институт востоковедения. Читал он скучно, запинаясь, усыпая речь бесчисленными словами-паразитами. «К сожалению, знаете ли, вот видите».
печально качая седовласой головой, как бы с упреком Хаммурапи и Ашурбанапалу, он говорил об их жестокости по отношению к рабам, напишет о Струве Игорь Михайлович Дьяконов, трижды по необходимости прослушавший курс его лекций и возненавидевший учителя. Зато Струве был человеком добрым, внимательным к студентам и, несмотря на карьеризм, не подлым. Когда арестуют профессора Ковалева, заведующего кафедрой истории древнего мира, и всех преподавателей заставят отмежеваться от вредителя и врага народа, Струве публично откажется это сделать. Позднее он будет хлопотать из-за Гумилева. Сергей Иванович Ковалев читал античную историю. Он считался очень хорошим лектором, а по части политической надежности до своего ареста превосходил даже Струве. Ковалев не только заведовал кафедрой в университете, но и со времен Гражданской войны преподавал в военно-политической академии. Его анкету украшала служба в Красной армии и революционная деятельность, из-за которой он был некогда отчислен из гимназии. Правда, в чем эта революционность заключалась, неизвестно. Ковалев смотрел на историю Греции и Рима с марксистской точки зрения, а потому искал в ней только рабовладельческие черты. Трудно сказать, был ли он искренним, когда относил роскошную минойскую цивилизацию к первобытности. Восстание Спартака считал прогрессивным, а падение Римской империи объяснял революцией рабов. Вряд ли. Он слишком хорошо знал историю, чтобы верить в эту ахинею. Но логика формационного подхода диктовала свои условия, а Ковалев был недостаточно гибок, чтобы не грешить против истины и оставаться правоверным марксистом. Отсюда и недостатки его курса. В схематизме его упрекали даже историки-марксисты. И все-таки лекции Ковалева студенты любили. Некрасивый длинноносый профессор с лицом в каких-то красных пятнах умел заинтересовать студентов. История — наука частного и конкретного, ее прелесть в деталях, в живых подробностях минувших эпох, которые не всегда можно заключить в созданные социологами схемы. Ковалев же рассказывал больше не о формациях, не о мудрости Сципиона, красноречии Цицерона, великодушии Цезаря, предусмотрительности Августа. Экзамен по истории Древней Греции Гумилев сдавал не Ковалеву, а Соломону Яковлевичу Лурье, который возглавит кафедру после ареста Сергея Ивановича. Сын могилевского врача, только в 18 лет перебравшийся в Петербург, Лурье стал учеником известного антиковеда, филолога-классика, специалиста по греческой словесности Сергея Александровича Жебелева. В 1922 году Лурье издал сначала в Петрограде, а затем в Берлине чрезвычайно интересную и оригинальную книгу «Антисемитизм в древнем мире». Ученые монографию Лурье не признали. Элиас Бикерман, филолог-классик европейского уровня, написал на нее разгромную рецензию. Но книга Лурье пережила свое время и в наши дни не утратила значения, тем более что ни одного серьезного исследования на эту тему в России с тех пор так и не появилось. В 30-е годы Лурье вел семинары, занимался греческой эпиграфикой, историей науки, издавал и комментировал Ксенофонта и Плутарха и не без оснований считался замечательным специалистом по древнегреческим источникам. Любопытно, что сын Соломона Лурье, Яков Соломонович, станет позднее одним из самых строгих критиков Гумилева. Работал на кафедре и академик Жебелев, маленький и седовласый. Он не обращал внимания на изменившийся мир, годы гражданской войны бесстрашно называл лихолетием и хвалил запрещенного эмигранта Кондакова. Никодим Павлович Кондаков, историк византийского и древнерусского искусства, был ученым с мировым именем. В блокаду Жебелев умрет от голода.
Курс истории средних веков читал Осип Львович Вайнштейн, он же заведовал кафедрой. Вообще-то Вайнштейн начинал как историк Парижской коммуны, жил и работал в Одессе, а медиевистикой занялся лишь незадолго до своего назначения. Надо сказать, что изучение и преподавание истории в Одессе, равно как и в других украинских университетах, Киевском, Харьковском, Днепропетровском, находилось в столь плачевном состоянии, что в феврале 1935-го Наркомпрос Украины обратился к руководству ЛГУ с просьбой поделиться опытом, прислать учебные планы исторического факультета, программы и тому подобное. Можно представить чувства старых профессоров, когда к ним прибыл такой вот одесский варяг. Уровень ленинградских медиевистов был несравнимо выше. В университете еще преподавала Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, первая женщина, магистр и доктор истории, защитившая диссертацию в Париже, до революции профессор высших женских бестужевских курсов. Она была редким специалистом по средневековым источникам, занималась латинской средневековой палеографией, разбирала рукопись Иоахима Флорского. Работал на кафедре и учитель Добиаш-Рождественской, профессор бестужевских курсов Иван Михайлович Гревс. Увы, оба они не считались людьми вполне советскими. Гревс хорошо читал лекции, еще лучше вел семинары, но он не был марксистом, а последние 30 лет жизни занимался в основном средневековой культурой, то есть культурой религиозной, христианской. Нечего и говорить, что такой человек не должен был руководить кафедрой. В отличие от Струве, Вайнштейн не был щепетилен. В октябре 1937 года на заседании кафедры, проходившем под председательством Вайнштейна, разбирали дело профессора Бенешевича, который совершил ужасное преступление, прокомментировал и опубликовал в фашистской Германии Синагогу божественных и священных канонов, сборник православного церковного права, составленный в VI веке византийским автором Иоанном Схоластиком. За Бенешевича попытался вступиться только Гревс, но преступника все равно осудили и уволили из университета за антисоветское поведение, несовместимое с работой среди советской молодежи. Вскоре опальный профессор будет арестован и расстрелян. Курс истории СССР с древнейших времен до XVIII века читали Борис Дмитриевич Греков и Владимир Васильевич Мавродин. Греков – фигура в истории отечественной науки важнейшая. В апреле все того же 1933 года в Госакадемии истории материальной культуры, позже переименованной в Институт археологии, тогда главной площадки для дискуссий историков, Греков прочитал свой доклад «Рабство и феодализм в Древней Руси», где утверждал, будто в Киевской Руси утвердилась феодальная формация. Такой взгляд на историю Руси русским историкам XIX столетия показался бы страшной ересью. Древняя Русь столь разительно отличалась от средневековой Европы, что до начала XX века, когда появились работы Николая Павловича Павлова-Сильванского, кстати, тоже профессора бестужевских курсов, феодализма на Руси вообще никто и не искал. Да и в XX веке, до середины 30-х годов, историки, даже такие, как фанатик-коммунист Михаил Николаевич Покровский, говорили в лучшем случае об элементах феодализма или о феодализации, но не о настоящем феодализме. Неудивительно, что доклад встретили дружной критикой, так что Греков, человек резкий и убежденный в собственной правоте, вынужден был признать частичную правоту оппонентов. Но вскоре концепцию Грекова одобрили Сталин и Жданов. Сталин, любивший единоначалие в науке, сделал Грекова историком Древней Руси номер 1. В 1934-м
Греков стал членом-корреспондентом Академии наук, а в 1935 уже академиком. В 1936 директором Академического института истории. С каждым годом у него становилось все меньше противников и все больше соратников. К последним примкнул и Мавродин, специалист по истории древнерусской государственности и этнической истории русского народа, будущий многолетний декан исторического факультета. Мавродин сыграет в судьбе Гумилева значительную роль, но это будет много лет спустя. А тогда, в середине 30-х, он просто запомнил Гумилева как способного, талантливого студента. Что до учения о феодализме на Руси, то к концу 30-х годов оно превратилось в догмат, который не подвергался сомнению вплоть до выхода в 1974 году монографии Игоря Фраянова «Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории». В середине, второй половине 30-х годов на кафедре истории СССР работал Михаил Дмитриевич Приселков, недавно вернувшийся из лагеря. Приселков читал факультативный курс истории русского летописания. К сожалению, Гумилева этот курс, видимо, не заинтересовал, иначе он мог бы многому научиться у лучшего тогда специалиста по древнерусским летописям. Может быть, учеба у Приселкова помогла бы ему избежать потом многих ошибок. Но Гумилева больше занимали Центральная и Восточная Азия, а потому он избрал другие спецкурсы и других учителей. Факультативный курс истории Китая читал Николай Васильевич Кюнер, востоковед дореволюционной школы. Кюнер с золотой медалью окончил факультет восточных языков, несколько лет стажировался в Японии, Китае, Корее, знал 16 языков, включая тибетский, корейский, монгольский, китайский, японский, санскрит. Его магистерской диссертацией стала 4-томная монография «Описание Тибета». Кюнер отличался от большинства востоковедов широтой научных интересов. Помимо Тибета и Китая, Кюнер изучал историю Японии, Кореи, Маньчжурии, Синьцзяна, Монголии, Тувы, был знатоком китайской классической литературы. Кюнер составлял словари географических названий Китая, Японии, Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, Кореи, Монголии, Якутии. Кюнер не ограничивался древней и средневековой историей, но изучал, например, современный ему Китай. В 20-е его сочинения о Китае выходили ежегодно, их венцом стали «Очерки новейшей политической истории Китая», изданные в 1927. Примечание. Впрочем, широкий научный кругозор Кюнера имел и обратную сторону. Его профессионализм некоторые синологи ставили под сомнение. Всеволод Сергеевич Колоколов, востоковед и переводчик, много лет преподававший в военной академии имени Фрунзе, утверждал: Кюнер мало знал китайский, ссылаться на него нельзя. Из уважения к нему мы обходим молчанием его ошибки. Кюнер стал профессором ЛГУ в 1925 году. С 1932 года основным местом работы Кюнера был Институт этнографии Академии наук, но он продолжал читать в ЛГУ несколько курсов, в основном факультативных. Кюнер был хорошим лектором, вел семинары, к тому же охотно помогал студентам, заинтересовавшимся каким-либо из его многочисленных курсов, раздавал им свои переводы. Конец примечания. Но более всего в Кюнере Гумилева должен был привлечь интерес к географии и этнографии Центральной и Восточной Азии. Большая часть его курсов была так или иначе связана именно с этими науками. Названия его последних монографий говорят сами за себя: корейцы, японцы, тибетцы, маньчжуры, народы острова Тайвань. Такой убежденный сторонник географического детерминизма, как Гумилев, мог многое у Кюнера почерпнуть.
Гумилев называл Кюнера своим наставником и учителем. Ахматова в письме к Ворошилову от 10 ноября 1954 года ссылается на Кюнера и Артамонова как на специалистов, которые могут подтвердить ценность научной деятельности ее сына. Примечание. Михаил Илларионович Артамонов – востоковед, один из основоположников советской археологии. Более того, Кюнер помогал Гумилеву в заключении, посылал ему в лагерь книги, среди них было трехтомное собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, иеромонаха Иокинфа Н.Я. Бичурина. Для Гумилева, не знавшего китайского языка, тематическая подборка цитат из китайских манускриптов, составленная одним из первых русских востоковедов, станет ценнейшим источником. Кюнер же проверил и исправил переводы Бичурина, написал вводную статью, составил научный комментарий. Когда Кюнера не станет, Ахматова напишет сыну в лагерь: «Он так любил тебя, что плакал, когда узнал о постигшем тебя». Своим наставником Гумилев называл и Александра Юрьевича Якубовского, исследователя Средней Азии, Персии и арабских стран, ученика самого академика Бартольда. Якубовский получил 2 высших образования на историко-филологическом и восточном факультетах. Его самым известным курсом была история халифата. Одной из лучших научных работ — статья «Арабские и персидские источники об уйгурском Турфанском княжестве в IX-X веках». Много лет спустя Гумилев будет охотно использовать историю арабов и халифата для доказательства своей пассионарной теории этногенеза. О пророке Мухаммаде и борьбе религиозных партий Гумилев будет рассказывать уже в собственном курсе лекций, а Турфан и уйгуры станут одним из самых любимых сюжетов его «Степной трилогии». Кроме того, в 1937 году Якубовский в соавторстве с Грековым выпустит монографию о Золотой Орде, за которую несколько лет спустя получит сталинскую премию. Книгу эту Гумилев, конечно, читал, хотя вряд ли одобрил. Он смотрел на историю Орды совсем иначе. Лучшим лектором исторического факультета и самой яркой личностью среди тогдашних историков был Евгений Викторович Тарле, как раз вернувшийся из ссылки и вскоре, в 1937 году, восстановленный в звании академика. На лекции Тарле по европейской истории XIX века приходили студенты с других факультетов и даже из других вузов. Лекции многие не записывали, словам Тарле просто внимали, отложив в сторону конспекты и карандаши. В январе 1937-го Гумилев сдавал Евгению Викторовичу экзамен по новой истории и получил оценку «отлично». Уже после войны он даже похвастается таким учителем перед Исаией Берлиным.